Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина, который будет вас добиваться. Давайте посмотрим, кто он такой. Кто будет ухаживать, кто будет предлагать отношения, кто будет добиваться вашей любви. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте. Песочек все проявит и покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой-ой-ой, какой-то малыш. Ой, какой миленький. Вам видно, девочки, смотрите. Вот образ ваш. Красивая, прекрасная женщина. Да, стоите в прекрасном одеянии, со светлым будущим. А вот он маленький, на коротких ножках, малыш ручки к вам тянет. Ну, ребенок какой-то, да, ребенок несмышленый. Скорее всего, либо мужчина низкого роста, но с высокой самооценкой, а у кого-то отыграется, что действительно человек, мужчина, который младше вас по возрасту, и, возможно, даже гораздо младше. И ему, чтобы до вас дотянуться, нужно там и на цыпочки встать, и на табуретик встать. Но вот ручки он к вам тянет, он вам где-то вот по грудь мне идет. Ну, бывает, да. Любовь, она такая, да, придет и не спросит, не подбирает людей. Так, стрелки, все стрелки этого мужчины на вас указывают. А вы знаете, он здорово в вас влюбится по-настоящему. Так влюбится, как никогда не влюблялся. Прям потеряет над собой контроль, потеряет покой, потеряет сон, аппетит. Все потеряет. Только вы ему нужна будете. Да? Ничего его интересовать не будет в этой жизни. Ни работа, ни служба, ни дружба, ни деньги. Только лишь вы будете его интересовать. Такой вот молодой персонаж. Давайте посмотрим все-таки про него. Это молодой человек, прям очень сильно молодой, либо низкорослый. Но опять же, да, рост это, так сказать, да, генетика, да. Кто-то любит, кто-то не любит, да. Кто-то согласен, кто-то не согласен. В принципе, я не думаю, что если человек хороший, то низкий рост может быть причиной к тому, чтобы отношения не состоялись. И даже молодость не порок, да. Если настоящая любовь, если человек действительно хороший, ответственный, почему бы и нет. Есть такие молодые, что любым старичкам фору дадут. Так, что про этого человека? Ну-ка, покажите нам карты. Медведь. В душе он прям медведь. Сила, мощь, характер. Немножечко может быть неуклюжим. Немножечко может быть таким, знаете, энергосберегающим. Медведи, они же по сути своей достаточно ленные животные, да? Но когда надо, они прям там скорость могут такую развивать, 60 километров в час, а может и того больше. Сила характера, проявления. Такой женщину точно не обидит. Медведям обычно покровителя показывают. Еще и всадник. Там машина 100% есть. И водит хорошо. Может быть, еще мужчина, который приедет, либо мужчина, который вот постоянно перемещается на автомобиле, либо из города в город. Да? Может, у него работа такая, да, ездить. Пока у него характеристики очень хорошие. Еще и семейный. Семья для него это не пустой звук, не пустое слово, не пустое словосочетание. Быть в семье, либо быть семьянином для него это прям пунктик. Либо он чувствует, что созрел к тому, чтобы обзавестись семьей, либо вы единственная женщина, кто пробудит в нем это желание создать семью, да, построить гнездо, завести птенцов. Почему бы и нет, пока книга. Но книга может говорить о том, что мужчина в сочетании с всадником, аистами и книгой, да, вот это сочетание может говорить о том, что мужчина был в отношениях, возможно, он разведенный. А у некоторых мужчина будет очень умным, начитанным,
с высоким интеллектом, может быть, какие-то технические знания. И мужчина, который будет настаивать именно на официальном оформлении отношений. То есть он скажет: я не хочу с тобой сожительствовать, я хочу, вот как у людей, чтобы это был брак, чтобы никто там пальцем не тыкнул, чтобы ни у кого не было сомнений, что я твой мужчина, а ты моя женщина. Так, что еще? Цветочек. Ну, страстный, страстный такой. Так. Страстный мужчина на самом-то деле. И вообще он какой-то еще вот внешне проявляет характер медведя, но очень хрупкий внутри. Да? Душевная конструкция достаточно хрупкая. То есть ранимый, сентиментальный, такой прям нежный мне идет. По карте месяц у кого-то из девочек отыграется, что вы его встретите в следующем месяце, а у кого-то отыграется, что именно до конца месяца он начнет активничать, да, проявляться. Возможно, даже предложение вам сделает до конца месяца. То есть у кого-то явно, что вы уже знакомы, и вы понимаете, о ком речь идет. А у кого-то отыграется, что вы в помине не знаете, кто это такой, да, потому что он еще не пришел. Не пришел к вам, не пришел в вашу жизнь. Ну, для тех, кто знает, узнал этого мужчину, карты говорят, что он хороший человек, да, хороший. Несмотря на рост, несмотря на возраст, да, он хороший человек. Если вы еще такого не знаете, то когда вы познакомитесь, вы, возможно, вспомните эту отсыпку, это гадание, либо человек произведет на вас впечатление, поймете, что он нормальный, адекватный, и почему бы и нет. Да? Ничего там такого страшного нет. Так, а давайте еще посмотрим на такой вопрос. Да, рассмотрим такой вопрос. Я вижу филина, а филин – это помеха. Да? Давайте посмотрим, в чем это помеха. Потому что вот она вы, вот он, а над вами большая ночная птица крылья расставила. Это обычно знак тайных отношений, либо какой-то тайны, которая может даже как-то либо привести к тому, что отношения не состоятся, либо к тому, что отношения, допустим, могут быть кем-то испорчены, да, либо кто-то будет пытаться со стороны испортить ваши отношения. Там интригант, интриганка какая-то, может и еще кто-то, да, вот как противник ваших отношений. Что это за филин такой, а? Что это за филин? Опять его карта медведь идет. Так. Там и медведь переворачивался, когда я мешала. Ну, это мужчина пытается вас убедить, что он надежный, стабильный, он вас любит. У меня был вопрос про филина. Я вот хочу понять, что за филин. Ну, горы, это уже ближе к истине. Горы. Так. Ну, смотрите, у кого-то отыграется, что да, как я сказала, да, это могут быть тайные отношения, потому что, возможно, вы не захотите афишировать, в силу, опять же, возраста данного мужчины, либо в силу его физических особенностей роста. У кого-то отыграется, что у вас есть ребенок, и вы не понимаете, как ребенок отнесется. А может, ваш избранник не намного старше будет, чем этот ребенок, мужчина, который за вами будет ухаживать. А у кого-то еще отыграется, что вот мужчина, возможно, какие-то проблемы свои будет скрывать. Не будет все рассказывать, потому что побоится, что может помешать правда вашему счастью. То есть, когда вы столкнетесь, либо когда вот он за вами ухаживает, предлагает вам там все и сразу, возможно, у него будут проблемы там, на работе, в делах, там, еще где-то проблемы. Он их, конечно, будет решать, но он вам об этом не будет говорить. И эта тайна, она, в принципе, может разрушить отношения, потому что вы скажете: как так? Мы только познакомились, а ты уже тут от меня такие важные вещи скрываешь. А как тебе верить? А что дальше будет? Да? Такое может быть. Да. И почему-то еще информация пришла, что, возможно, вы в отношениях, а этот человек, он как, тайный поклонник, там, не знаю, возлюбленный, любовник, может быть. Может, вы будете вообще, в принципе, стесняться и скрывать, да, что за вами ухаживает данный персонаж, чтобы там ваш парень не узнал, либо ваш муж не узнал. То есть и такое тоже может быть. В принципе, отсыпка общая. Не может быть у всех один вариант. Так, ваши отношения. Вы несерьезно относитесь. Сразу говорю, несерьезно. Опять же, в силу конкретных обстоятельств, да, например, там возраст, вы смотрите на него и думаете: да, он же ребенок, да, он ребенок. Какие могут быть серьезные отношения? Какой может быть брак?
если у нас там разница в 10 лет, а в 15 лет. Для вас это, как, знаете, какая-то игра в ухаживание, там, гляделки, какая-то пикировка у вас там проходит, да, эти заигрывания всякие. То есть вы позволяете это, но позволяете в рамках дозволенного, да, вот не больше, чем вот так. Чуть больше уже все нельзя. То есть, в принципе, как потешить себя, свое женское начало, либо, в принципе, вы заскучали и скажете, почему бы и нет. Да? Мальчик бегает, ну, улыбнусь ему пару раз, да, подарю ему радость. А вот для мужчины наоборот, вопрос судьбы решается, потому что он, ну вот, действительно влюбится так сильно, насколько способно его сердце. Понятно, что все по-разному влюбляются, но для него это настоящая любовь. Настоящая. Если мужчина низкого роста, для него вообще это не проблема, он этого не замечает. Он настолько в себе уверен, знаете, как этот комплекс Наполеона, да? Если мужчина молодой, то он будет об этом задумываться, и он прям буквально будет себя ненавидеть за то, что он так поздно родился, что вы родились раньше, чем он. Он может очень сильно комплексовать, да как же так, почему я такой молодой, почему я такой несчастный. Да, он будет считать, что это прям очень серьезная его какая-то вина, что он так поздно родился, что он за вами не успел, да, что вы ему не верите, что в ваших глазах он просто какой-то там сопливый мальчишка со своими этими чувствами. Какой-то даже комплекс неполноценности может развиться у этого парня из-за того, что он так молод. Хотя вы не будете ничего для этого делать, но вы просто объективно ему объясняете, что, ну, ребенок, у нас с тобой разница там 15 лет, либо там 20 лет, как ты это видишь? Хотя надо отдать должное, что мы сейчас все помолодели, и зачастую женщины там 40-50 лет выглядят очень здорово. Прям такие молодые, подтянутые, красоточки. Опять же, косметология вышла на новый уровень. Люди умеют прорабатывать свои проблемы, люди умеют справляться со стрессом, правильное питание, уход за собой. Да? Все это дает результат. А у кого-то еще и генетика, да, как дополнительный фактор. То есть, в принципе, выглядите вы очень классно. Вы его просто вот возбуждаете, притягиваете. Для него возраст не помеха, но он видит, как вы к этому относитесь. Из-за этого, да, комплекс неполноценности у него точно может быть. Его намерения очень серьезные. И да, он будет за вами бегать, он будет за вами ухаживать и добиваться, чтобы между вами случились отношения серьезные и, ну, далеко идущие. Да? Мужчине этому важно будет не просто затащить вас там в постель, либо назвать своей женщиной, а мы с вами видели, да, он хочет гнездо с вами свить, да, то есть такие серьезные семейные отношения. Вот это то, что ему необходимо, это то, что он желает. Вы же серьезно к этому относиться не будете. Либо как к какому-то приключению относитесь, да, может, вы вообще на отдых поедете, и там какой-то парнишка за вами увяжется, и вы такая, типа, погуляю, да, потом домой все равно вернусь, и, ну, все у меня будет по-прежнему, да. Может быть, у вас есть серьезные отношения, а вы просто, знаете, как, ну, развлечение, отвлечение мне идет. То есть вы ему не верите. Просто не верите и не воспринимаете всерьез. Вам и в голову не приходит, что вот этот молодой мужчина способен, ну, думать адекватно, да. Вот. Но если это мужчина с маленьким ростом, то, возможно, у вас уже есть отношения, и вы такая: нет, любовников я себе не ищу. Ну, типа, поиграли и хватит. Ну, нет у вас такого, что вы такая: все, люблю, да, все, ты мой, я твоя. Такого я не вижу. Не вижу. Вы, конечно, оставите след в его жизни и судьбе. Честно говорю, может быть, там у единиц только получится построить отношения, и то вы будете постоянно сомневаться. А у кого-то прям идет, что вы договоритесь по поводу того, что вы будете дружить. У кого-то мужчина прям откажется, скажет: я не могу быть тебе другом, потому что я тебя безумно люблю. А у кого-то мужчина даже на это малое согласится, лишь бы иметь возможность, там, не знаю, наблюдать за вами в соцсетях, иногда иметь возможность с вами поговорить, да, поконтактировать, куда-то сходить с вами. Либо мужчина будет надеяться, что вот я там подрасту, ну не подрасту, вырасту,
и, возможно, она обратит на меня внимание. Вот как-то так мне еще идет. Знаете, несмотря на то, что, в принципе, такая веселая отсыпка у нас получилась, ну, положительная, да, вот парня действительно жалко, того мужчину действительно жалко. Он не ваш человек, тут нет знаков судьбы, ну, прям совсем нет. Тут есть прям пика, на которую этот парень садится. То есть он должен с вами получить этот урок, должен, вы для него роковая женщина. И это было прописано еще до его рождения и до вашего рождения. Но с другой стороны, можно ведь это все обернуть в дружбу, да, прежде чем как-то жестко отказывать, либо всерьез не воспринимать, подумайте, что вы можете все это обернуть в дружбу. Возможно, как мужчина, он не состоится, как ваш мужчина не состоится, но как приятель, как друг вполне себе может быть. Так вы его меньше травмируете. Ну и сами себя лучше будете чувствовать. Ведь вы тоже будете переживать, да? Вы будете видеть его чувства, неподдельные, настоящие. И, ну, как бы да, вы будете чувствовать какую-то свою вину, наверное, да, за него, за его будущее, за то, что вот вы ему отказываете. Да? Просто переведите в дружбу, и все будет замечательно, все будет хорошо. А ваш человек по судьбе, либо он уже есть в вашей жизни, либо он обязательно к вам придет. И когда придет тот, кто вам по судьбе, вы это сами сердцем почувствуете. И вам не нужны будут чьи-то подсказки, вот это прям уверенность, что это мой мужчина, а я его женщина, она вселится к вам в голову, в сердце и не покинет вас. Вот. Ну и мужчина тоже почувствует. А это парень, ну, видно, урок с вами проходит, да, либо как уроки любви, уроки личной жизни. Ну, бывает такое, да, безответная любовь, безответная влюбленность. В принципе, да, вы в состоянии все это достаточно мягко обыграть, да, без боли, без надрыва и без травм. Вы можете, вы и умная, и красивая, и опытная, вы можете. Поэтому давайте так, парня не обижаем, вам это обязательно зачтется. Вот. Ну и не идите на поводу, если он там начнет там слезы пускать и жалобить вас. Будьте стойкими, да? Будьте стойкими, потому что одна маленькая ошибка может привести к очень странным последствиям, либо непоправимым последствиям. Поэтому имейте это в виду. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.